Уже который день в Нарыне не утихают споры о пастбищах. С каждым годом количество скотины увеличивается, а земли для выпаса становится все меньше. На заседании в парламенте депутаты предложили создать комиссию, чтобы решить вопрос спорных пастбищ в Нарынской области, где ранее произошел конфликт между жителями Нарынского и Кочкорского районов. Я с 2019 года говорил об этой проблеме. К 2020 году уже должны были решить вопрос. Недавно произошел спор. Дошло до того, что люди перекрыли дорогу. Надо создать комиссию на государственном уровне. Каждое пастбище должно принадлежать тому селу, где по территориальности оно находится. Вопрос о пастбищах затронул и нардеп Бактыбек Раимкулов. По его словам, в Панфиловском районе в Сусамыре есть пастбище Карабулак-Көктө. И там в течение 8 лет добывали золото, однако большая часть земли так и осталась невыровненной и вскопанной. В прошлом году здесь поднимали вопрос. Там всего лишь на участке до 15 гектаров землю сравняли. Остальное до сих пор лежит так же. Они то, что им надо было вскопать, вскопали и ушли. Для чабанов очень сложно. Учтите, дайте поручение госэкотехинспекции. Нардепы были возмущены тем, что так называемые братья-казахи не смогли протянуть руку помощи в сложное для нас время. По словам парламентария Аллы Карашева, несмотря на то, что границы открылись и ЯЭК приняла нашу сторону, эта ситуация априори стала обычным явлением. Депутат также добавил, что правительство необходимо побыстрее распространить среди общественности программу выхода из экономического кризиса. Раз мы член ЕАЭС, не должно допускаться такое. Правительство должно заранее работать. Раз мы член ЕАЭС, 4 принципа свободы мы признали: капитала, товаров, оказания услуг и рабочей силы. Наш гражданин в какой бы стране ЕАЭС не был, он должен иметь возможность работать там свободно. Правительство должно обеспечить эти 4 принципа свободы. На собраниях ЕАЭС надо ставить эти вопросы, и нельзя это повторяться. На сегодня у временно запрещенных сфер бизнеса есть трудности с уплатой налогов, выплатой кредитов, аренды и зарплат своим сотрудникам. Товарооборот отдельных компаний сократился на 60–70%. В отдельных регионах закрылись практически все субъекты малого и среднего бизнеса, сообщил в свою очередь депутат Пархат Тулиндыбаев. Приходится менять размер штата и увольнять сотрудников, а также уменьшать заработную плату персонала. Все это ведет к массовой безработице и увеличению уязвимого населения. Сегодня малый и средний бизнес переживает вынужденный кризис. Сейчас правительству необходимо рассмотреть ряд комплексных мер по защите малого и среднего бизнеса. В свою очередь вице-спикер Аида Касмалиева сообщила, что в крупных городах необходимо построить социальные дома для медиков. По ее словам, несмотря на дополнительные выплаты, заработные платы для медиков, основная база зарплаты не увеличивалась. Я понимаю, есть проблемы с бюджетом, но, несмотря на это, в будущем правительство должно предусмотреть повышение зарплаты медиков. Социальные города строятся разными фондами. Мы должны отметить это и предусмотреть строительство для медицинских сотрудников. Несмотря на то, что сейчас разработана ипотека для учителей и медиков, этого недостаточно. Говорили депутаты и о том, что, несмотря на обещания правительства, до сих пор не снизило цены на ГЭС. Куда смотрит Кабмин, вопрошают нардепы. Аида Матбекова, Эрнст Умралиев, Нью ТВ.